Я родился и вырос в Кенте, который находится на юго-востоке Англии. Мне 37 лет, и я принял ислам 18 лет назад, когда мне было 18. Хотя меня зовут Эндрю, большинство людей знают меня по моему исламскому имени Идрис. Я был воспитан как набожный христианин моей матерью и отчимом, но в подростковом возрасте я потерял интерес к религии и перестал ходить в церковь, поскольку мое непослушание привело к слишком большому количеству столкновений с моим отчимом. Я в конечном итоге переехал к своему отцу и его девушке, которые тоже интересовались религией. Я игрался разными вещами в поисках идентичности, принадлежности и счастья, но ничего не получилось. Я всегда оказывался потерянным и несчастным. Я думал, что решение этой проблемы станет университет, шанс уйти от семьи и начать все заново. У меня не было оценок, необходимых для изучения предмета по выбору, и мне оставалось выбирать только китайский, русский или арабский. Поэтому я решил изучать арабский язык, так как в нем был модуль по истории, который меня интересовал. Это был первый раз, когда я столкнулся с мусульманами. Когда я впервые увидел бородатых мужчин и женщин в платках, я подумал, что я был на собрании фермеров Амишей. На самом деле я не знал, чего ожидать. Был ли Мухаммад великим пророком или государственным деятелем? Я думал, что они говорили о Мухаммаде Али, боксере. Я подумал про себя, разве тот знаменитый боксер когда-либо заявлял, что он пророк? Во всяком случае, на поверхности вещей я чувствовал, что меня ждет еще одно разочарование. Университет не оправдал мои ожидания. Я ужасно учился на арабском, и я снова был несчастен. Но затем произошла трагедия. Мой старый друг в конечном итоге повесился. Эта трагедия заставила меня потерять равновесие в жизни. Мой взгляд и направление были похожи на его. И я начал беспокоиться о том, что если я не найду какое-то направление и цель, я могу оказаться таким же. Я достиг точки, когда я человек, который всю жизнь убегал от наставлений, жаждал того, кто мог бы вывести меня. Поэтому я обратился к одному из мусульман на моем курсе, новообращенному англичанину, и попросил его объяснить мне ислам. Отражая свое собственное состояние в то время, я помню, что один из моих главных вопросов было то, дала ли ему его религия душевное спокойствие. Я устал от своей жизни и просто хотел измениться и начать все заново. Но с учетом того, что до этого момента я подвергался только освещению войны в Персидском заливе, в средствах массовой информации, у меня также были проблемы. «Саддам Хусейн, он мусульманин?» – спросил я. По милости Аллаха, мои заботы были сняты, и вскоре он отвез меня в местную мечеть, где я стал мусульманином. Как только я стал мусульманином, моя жизнь кардинально изменилась. Для меня ислам был как море для рыбы. Хотя я был слишком усердным в многих отношениях, я чувствовал, как будто я заново родился. Я вошел в совершенно другое измерение, и я жаждал узнать все, что мог. До ислама я был худшим учеником на курсе, но через несколько недель я стал лучшим в курсе. Религия дала мне цель и направление, и вскоре я получил возможность провести некоторое время в Марокко в рамках моего курса. Таким образом, через несколько месяцев после того, как я стал мусульманином, я оказался в историческом городе, где более 1000 лет принимали ислам. Таким образом, через несколько месяцев после того, как я стал мусульманином, я оказался в историческом городе, где более 1000 лет принимали ислам. Его традиция, культура, красота были ошеломляющими. Упоминание о Боге было нормой. Люди работали, чтобы жить, они жили, чтобы работать. Они ели вместе вокруг одной тарелки и давали друг другу время. И они приняли меня, и оттуда моя жизнь полностью изменилась. Ислам помог мне найти баланс и направление. Это дало мне инструменты, которыми я мог руководствоваться и выбрать правильный курс во всех моих делах. Раньше я был гедонистом, склонным к личному счастью. Я оправдал все, что я сделал. У меня не было цели, и я относился к себе как листочек на ветру. Но благодаря исламу я смог развить умение принимать во внимание потребности других, и теперь я увлечен изменить жизнь других людей. Всем, кто думает о переходе в ислам, никогда не будет идеального времени для изменения. Поэтому не стесняйтесь. Самое главное, что вы верите, вы будете постепенно основываться на этом. Поймите, что сначала у вас не будет ответов на все вопросы. Так что будьте спокойны с собой и найдите хорошую, позитивную компанию, сочувствующую.